У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого нехай будут с усими вами. Но, насколько вижу, все неделю як пережили, все живые, но не смученные. Так что слава Пану, что можем сапраўды сьогодні прийти. А чи ведаєте, окромя неділі, якої ще сьогодні свято припадає? Ну, знаєте, день народження, але кого угадайте? Маті Божої, сестра Анна знає сьогодні свято народження Найсвятейшої Панни Марії. І сапраўды просим сьогодні про її заступництво, каб мы, по її прикладу, так само становилися усё больш лепшымі і таксама калісьці сталі святымі. Гэтую святую мшу ахвяруецца парафіям, просячы для кожнага з нас Божага благаслаўлення, патрэбных ласкаў, а для памерлых радасці жыцця вечнага. Каб годна скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашыя грахі. Вспоминаюся Богу всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми думкою, словом, ушибком и занепанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай смилуется над нами Бог всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Прославляем Тебе, дякуем Тобі.
великой хвалы Твоей, Мани Божия благодатью небесный, Боже выше всемогутный, Мани Сыне одинородный Иисус Христе, Иисус Христе, Иисус Христе. Gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Panie Boże, Pan Boży, Synie Ojca, jaki wierzysz sobie braki śmiertu, zmiłuj nad nami. Jaki wierzysz sobie braki śmiertu, przyjmij моление nasze. Jaki siedzisz prawa Ojca, zmiłuj nad nami. Только Ты святый, только Ты наш Бог, только Ты наивысший Иисус Христе, Сыном Святым Твоего Отца. Аминь. Аминь. Gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Молимся. Божа криница справной побожности и супокою, да и просим, как в этой ахвяре мы належно ушановали Твою веришь, и прозуделу Евхаристии съедали наши души верой, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи и благодать у едности Духа Святого, Бог прозусе веки вечные. Читание книги пророка Исаии. Скажите малодушным, будьте отважны и не бойтесь. Вось Бог ваш, помство прийде, отплата Божия. И Он сам приходит избавить вас. Тады очи сляпых будут бачить, и уши глухих открыются. Тады плевавый, як олень, подскочит, и язык немым ускликне радостно, бо почне бить креница воды в пустыне, и постоки у степов. Засохлая земля перетворится в озеро, бездонное место у креницы воды. Это Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Душа моя Пана, душа моя Пана, не справедлива суть
Моя душа, моя пана, моя душа, моя Читання послання святого апостола Якова. Брати мої, не зауважаючи на особи, майте віру у Ісуса Христа, нашего Пана хвалы. Бо коли на сход ваш прийде человек в золотых перстенком, в блескучем одении, и уводите так само бедный в брудной образце, вы поглядите на бранутого в блескучем одении и скажете, ты сядай тут, на доброе место, а бедному скажите, ты стань там, ті сядай тут, коли подножа моего, то тишь не робите отрознение между вами самими и не становитесь судьями со злыми духами. Послухайте, браты мои милования, тишь не Бог выбрал бедных свету богатыми, верою и спадкоемцами владарства, якое он обещал ты, кто любит его. Это Слово Божие. Дякуємо Богу. Иисус пришел Евангелие благодарствие, и я чудо не ночу людей. Аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с духом твоим. Читання Святого Євангелія по Марка. У той час Єсус вийшов з земель Тиру і пройшов през Сідон до Галілейського моря, посеред межів Декаполіса. І принесли до його глухання мова, і просили, как пускал на его руку. Отвевши его далей от натолпу, поклав у его в уши свои пальцы и, плюнувши на их, докрануся ими до егоного языка. И, поглядевши на небо, вздыхнул и сказал ему: «Эффата», что значит «открыйся». И одразу ж открылись уши ягоные, и развязались путы языка ягоного, и почав говорить выразно. Тогда Иисус загадал им, как никому не казали, але кольки не заборонял им, як еще больше поведали, и, будучи надзвичай здивленными, казали. И он зробил все добре, учинил, что глухие чуют, а немые говорят. Это слово Пана. Щиро кажучи, як прочитав перший раз сьогоднішнє Євангелие, припомнилась такая простая житцовая поговорка, что сказал немы глухому, как передал слепому, что має йти туди і туди. Маю надію, що сьогоднішня проповідь не буде так само такою пустою говоркою, але віримо, що Дух Святий завсюди до кожного з нас промовляє, і Бог так само хоче промовити до нашого серця. Сьогоднішнє Слово Божие з'являється виповненням передусім того, що предказували пророки. Сьогодні у першому читанні ми чуємо, коли пророк Ісая каже: «Тоді очі сляпих будуть бачити,
вуши глухих открыются, тады кульгавые колень подскочить, язык нямых ускликне радостно. І бачимо, як Єсус Христос, як Месія, прийшовши, робить менавіта ўсё гэта. Попросту чалавек становіцца шчаслівым. Шчаслівым у Божай прысутнасці. Але добра, што гэтае слово мае менавіта сказаць сёння да кожнага з нас. Бо сёння мы маем аздараўленне глуханямога. Памятаючы у семінарыі на вучобе, з педагогікі спецыяльна вели мы такое практычнае працу, пашлі мы ў спецыяльную школу для глуханемых. І на самом уступе нам такую цікавую рэч сказалі, што у сённяшнім свеце, калі развіта добрая медыцына, ёсць добрыя, можна зрабіць аперацыі, праблем са слухам амаль так трошку адышлі. Некаторыя толькі рэчы бываюць вельмі складанай сітуацыі. Калі чалавек не можа прамаўляць, нас вучылі хоць якія-небудзь гэсты паказваць, ведаем гэты язык. І сапраўды, калі паглядзець, то так, якую інфармацыю хочам камусьці данесці, альбо наадварот, гэта можна лёгка зрабіць. Бо сапраўды можам і да медыцыны аддацца, не мы можам навучыцца пісаць, паказваць, што хоча сказаць. І пагатовы так і застанаўляешся. Так сёння, што хоча сказаць нам гэта Слово Божие? Але перадусім мы павінны зразумець, што мы ў сэнсе духовным можам быць глуханямымі. І гэтае найлепей слова, калісьці сказаў святы Аўгустын у сваіх вызнаннях, калі ўспамінаў сваю моладасць, калі зусім не жыў па-божаму, то потым успамінаў, які я быў калісьці глухі. І сёння сапраўды мы павінны ўзглянуць на наше жыццё. Як можна быць глуханямым у сэнсе духоўным? Ну, нямым, калі мы не молімся. Калі мы не чынім тое самае, што павінны чыніць. А глухімі, калі мы не слухаем Пана Бога. Калі не слухаемся і не выконваем Ягоныя запаведзі. Калі не слухаемся і не выконваем запаведзь любові. І калі таксама не слухаемся тых, хто хоча нас навучыць добру, бацькоў, настаўнікаў, святара, сястру законную, катэхетку. Пагэтаму сёння варта трошку адысці ад гэтай хваробы, і нездарма сёння Jesús Христос гаворыць: Эфата, адкрыйся, адкрыйся на Божую дзейнасць у тваім жыцці. Канешне, адкрыцца цяжка. Бо уяўляецца пэўная адказнасць. Калі мы адкрываемся на Божае дзеянне, то трэба і жыць па-божаму. Уже няма месца на кампрамісы, уже няма месца, што можа так, але варта і заўсёды трэба памятаць, баімся гэтай адказнасці. А мы адказныя за саміх сябе, а яшчэ і адказныя за іншых. Памятаму варта сапраўды аддаваць Пану Богу гэтую нашу глуханямату, каб мы сапраўды яшчэ больш бліжэй Бога ў жыцці былі. Канешне, мы яшчэ адказныя за іншых. Не раз і самім у жыцці трэба ўзяць ладошкі і закрыць вочы, каб некаторую інфармацыю не бачыць, закрыць вушы, каб не слухаць чагосьці злога, але сколькі разоў трэба і закрыць язык, каб штосьці не сказаць. Бацькі маюць таксама пільнаваць і закрываць вочы дзецям на некаторыя рэчы, закрываць ім вушы, хоць яны будуць і супрацьстаяць гэтаму, але трэба трошчыцца адзін аб адным. Сёння, калі людзі ўбачылі, які цуд учыніў Jesús, сказалі: Ён зрабіў усё добра, учыніў, што глухія чуюць, а нямыя гавораць. І мы сёння, слухаючы Слова Божие, няхай будзем паслухмянымі Яму ў штодзённасці, а нашымі вуснамі няхай заўсёды праслаўляем добрага Бога. І маю надзею, што добра слухалі, і сёння так будзеце громко прамаўляць малітвы і спяваць песні, якія будуць тут рэлігійныя, каб сапраўды як найлепей праславіць добрага Бога. Амén.
Візьме нашу віру, віру у одиного Бога, Отца Всемогутнього, Створителя неба и земли, усього бачного і небачного, і в одиного Пана Ісуса Христа, Сина Божого одиногодного, Зайца народженого, верующими веками, Бога от Бога, святлого от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не скорого, одиносудного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, взошел с неба и вселился от Духа Святого, с Девы Марии и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов придет к хвале, судить живых и померных, и его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение і хвала, який промовляв праз пророків. Веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и хрост для отпущения грехов и шагаю воскрешение помилуй и життя вечного в будущем свете. Аминь. Про сакрамент хросту мы сталися Божьими детьми, тому с довером представим Богу Отцу наши просьбы. Молимся за Христовый костел, как Он рятовал свет от грехов и вел всех людей до Бога. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Молимся за святого Отца, как Его встречу сприяли умацеванию у свете соправдного спокою и справедливости. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, які знаходяться у конфлікті зі своїм сумлінням, щоб вони познали пригожості життя у єдності з Богом. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, яким треба прийняти важне життєве рішення, щоб через молитву вони змогли розпознати Божию волю. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, собраних на этой Евхаристии, как субботная молитва при алтаре Пана наблизила нас до Бога и поглубила нашу взаимную любовь. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Боже, про ласку Духа Святого наполнил дарами любови сердце Твоих верных. Выслухай наши молитвы и учини, как все люди любили Тебе больше за все, и с любовью выполнили Твою волю, праз Христа Бога нашего. Аминь. Доверяю Тебе, Твоя мать меня наполняй любовью и добром, упокою сердце твое. Наполняй любовью и добром, упокою сердце твое. Доверяю Тебе, Бог мой, Твоя мать меня наполняй любовью и добром, упокою сердце твое. Наполняй любовью и добром, упокою сердце твое. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу вяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме от вяру з рук Твоїх
на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Божа криница соправдной побожности и супокою, да и просим, как этой ордяной, мы належно ушановали Твою вещь, и прозудел Евхаристии, з'єднали наши души у веры, през Христа Пана наша. Пан с вами, И с Духом Твоим, ухо сердце, возносим и Пана, подякуем Пану Богу нашему. Бога это исповедуем нас. Справдогодно это и справедливо, слушно и избавенно, как мы заусюды и усюды Тебе складали подяку. Пане святый Отче, усемогутный вечный Боже, праз Христа Пана нашего, боем святости до грешного человечества, народился с Панны Марии, праз свою муку на крыжи вызволил нас от вечной смерти, а про свое с мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому за анёлами арханёлами и за всеми святыми мы обещаем Твою хвалу, разом с ними воскликаючи. Святый, 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 Пан всемогутный, небо и земля, полные хвалы, Хосанна на вершинах, Хосанна на вершинах. Благословенный кто приходит у имя Пана. Хосанна, Хосанна, Хосанна на вершинах, Хосанна на вершинах. Соправды Боже, Ты святый, криниця усялякой святости, тому верности з усім костелом, у перший день тижня, коли Єсус Христос воскрес и спаслал на апостолов Духа Святого, праз Христа просим Тебе, усемогутный Боже. Освяти эти дары росою Духа Твоего, как они стались для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он таки добровольно выдал себе науки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи ламал и раздавал своим учням кажучи: «Берите и ешьте з этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Подобным чином по вечері взяв келих, знов Тобі подяку складаючи, подав своїм учням кажучи: «Берите и пейте з його всі, бо это есть келих крови моей, нового и вечного заповета, якая за вас и за многих будет пролита, для отпущения грехов. Это чините на мою память».
Мученица веры, обещает свою Твоей Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего присягания. Вспоминаючи смерть и смертных повстания Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя, яке исполнение, дякуючи, що учинив нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете. Удосконаливай в любови разом с Папом нашим Францишком, Біскупом нашим Юзефом и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які пословив надійного воскрешення, і про всіх, хто в Твоїй ласці дійшов з гэтага світу, і дозволим убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вічному, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Яврадником, со святыми апостолами, со святым Архангелом Михайлом и усіми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, как з ними мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, разусея и вечная. Называемся детьми Божьими, и ими з'являемся, Тобой смелуемся казать. Отче наш, который на суде, святися имя Твое, приди благодатство Твое, будь воля Твоя, яко небе, так и на земле. Хлеба нашего насущного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в искушение, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, избав нас от усего слова. Дай ласкаво супокоить дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были заусюды вольны от греху и закованы от усялякого беспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя Збавца нашего Иисуса Христа. Вот Твое благодарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю». Просим, не зважаем на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и володаришь на веки вечные. Супокой Пане, нехай завсюди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Рано Божий, не берешь, приди святой. Смилуйся, смилуйся, смилуйся над нами. Рано Божий,
Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословенный и покликанный на вечерю его. Пане, я не варта, как ты войшов на меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Молимся. Всемогутный Боже, Ты нас живешь и взмацняешь своим словом и найсвятейшим сакраментом. Ученикам мы водно приймаючи гэтые святые дары Твоего Сына, могли стать удельниками Его життя вечного, які живі володарец на веки вечные. Объявы душпастерские. 12 вересня у четверг успомин Найсвятейшего ім'я Марії у Мінській катедрі урочистость. 13 вересня у пятницу успомин святого Яна Златоустного, біскупа і доктора Костьола. 14 вересня у суботу свято Узвишення Святого Крижа. Захочуємо записувати дітей на катехезу, яка розпочнеться у нашій парафії 28 вересня. Так что записываться, так сестра сказала, так все подбито. Все это положено, порядок должен быть. Наступная неделя, 15 вересня, неделя инвестиційна. Усіх 5 будуть призначені на будову. Щиро дякуємо за вашу активність. Виставлення Найсвятейшого сакрамента кожен день з 14 до 19 годин. Дякуємо за дарування на будову, за супольну індивідуальну молитву, за співу праву літургічну, за прибирання каплиці і тим, хто дежурив. Помолимося за тих, хто на гэтым тижні святкує дні народження, іменини, ювілеї, хто чекає і народив дітей, за добродію, як передавця в нашій парафії, просячи обнови, і за нас, доручаючи кожного по особку, обецы Маті Божей Руженцовой. А поскольку сегодня Маті Божей день родинов, по этому образу есть заступництво, помолимся, как где-то громко только получится. Витай, Мария! Полная ласки, Пан с тобой, благословенная ты и женщиной, и благословенный плод лона твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. И поздравили, и себе у духу зробили добрым чином. Примите Божие благословение. Пан с вами. И с Духом Твоим. Нехай благословит вас Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите у супокоя Христа. Дякуємо Пану Богу. Про заступництво святого Архангела Михайла особливим чином помолимся за брата Євгена, молодого Михайліту, який сьогодні складає своє перше шлюб законне. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пастка злого духа. Покорь нам душі, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божию, скинь у пекла шатана и ищет злых духов, якие нас будущную спасется.
Амінь.